Путь длиною в 26 лет. Останки двух бойцов Рауля Цвижба и Ахмеда Хамитова, пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, идентифицированы. В соответствии с договоренностями между правительством республики и миссией Международного комитета Красного Креста в Абхазии с июля 2013 года начат поиск мест захоронений и идентификация останков пропавших без вести в 1992-1993 годах. Проститься с героями и отдать им дань памяти в Парк Славы пришли ветераны Отечественной войны, матери погибших защитников, президент Рауль Хаджимба, члены правительства, представители оборонного ведомства, служащие Министерства внутренних дел, общественность. Специально на церемонию прощания приехала делегация из Чеченской Республики. Ахмед Хамитов прибыл в Абхазию по зову сердца в августе 1992 года. Воевал в группе Шамиля Басаева, принимал участие почти во всех военных операциях, проявил себя отважным, бесстрашным бойцом. Последний бой Ахмед принял в июле 1993 года. Он был среди бойцов батальона «Горец», которые должны были высадиться на горе Ахбюк. Но тогда посадить вертолет и высадить десант не удалось. Во время посадки вертолет был подбит грузинскими гранатометчиками. Раненый и обожженный Ахмед Хамитов выскочил из горящего вертолета и, отстреливаясь, погиб. В 1994 году указом президента Владислава Ардзинба Ахмед Хамитов посмертно удостоен звания Герой Абхазии. Мы сюда приехали и не стали смотреть, где чеченец, где абхазец, где адык. Мы были братьями, потому что бок о бок пришлось воевать. Кого-то своим телом защитить от пуль. Приходилось вот такие моменты пережить. Сегодня мы здесь собрались проводить наших братьев в последний путь. Они среди нас останутся навечно. Они и все остальные, которые погибли за свободу Абхазии. Чтобы забрать останки Ахмеда Хамитова на родину, приехал его сын Умар. И сегодня высокий знак отличия отца, героя Абхазии, на его груди. На момент гибели Ахмеда Умару не было и 3 лет, и он его практически не помнит. Все эти годы наша семья жила с надеждой на то, что отцу все-таки удалось выжить, говорит Умар Хамитов. Пока сюда не приехал, мы точно не знали, что он умер или не умер. Вот так. Надежда была, что он может быть заложником, в Грузии там поймали, может быть он как-то не мог, память потерял, как-то может быть живыми. Все равно душа спокойна, что нашли, вот, что похоронить, потом показывать, что это мой отец, чтобы гордиться. Вот отец мой, герой Абхазии, защищал абхазцев. В семье Рауля Цвижба воевали все 5 братьев. Рауль был в составе 3-го полка 3-го батальона Пакуащ Восточного фронта. В боях проявлял мужество и героизм, за что и был посмертно награжден медалью за отвагу. Он был отважным бойцом, знал местности, был хорошим разведчиком, проводником. И мы заходили с ними в тыл врага и там доставали оружие и боеприпасы, трофеи. Бойцы Восточного фронта воевали в тяжелейших условиях. На оккупированных врагом территориях не хватало продовольствия и боевого снаряжения. Зимой 1993 года Рауль Цвижба тяжело заболел. Ему была необходима срочная госпитализация. Было принято решение переправить его из Тпарчала в Гудауту. Но вертолет, в котором находился Рауль Цвижба, не долетел до места назначения. Он потерпел крушение в районе Марухского перевала. Героический путь, пройденный нами, привел нас к победе. И именно это мужество, которое является примером, образцом для подражания будущего поколения, который показали как Хамитов Ахмед Магомедович, как Цвижба Рауль Кандович и многие-многие другие, нас это привело к победе, к независимости и признанию. Огромная благодарность руководству страны, представителям Красного Креста за то, что возвращают имена наших героев. Останки Рауля Цвижба похоронили в родовом селе Пакуащ, а останки героя Абхазии Ахмеда Хамитова похоронят в родовом ауле в Чеченской Республике. Алика Трапш, Артур Каландия для событий недели.